самого лучшего. Вы должны это понять сегодня и сейчас. Я хочу сказать, что нужно стать мечтателем. Мечтателем, как ребенок, который, читая сказку, закрывал глаза и представлял какую-то романтическую историю. Исполнительный директор Украины Мазница Юлия. Друзья, всем привет, команда, я вас приветствую. Вы знаете, я так думаю, что мы уже будем подводить итоги, и буквально уже еще несколько выступлений, и для меня огромная честь, вот, знаете, подводить черту, подводить итог и любоваться этой замечательной, потрясающей звездной командой. Именно звездной, потому что я вместе с вами не отошла ни на минуту, я проживала каждый вот эти эмоции, переживания, кто-то переживал радости, победы, неудачи, о которых вы рассказывали. Но какой жизненный стержень заложен в каждом участнике. Ребят, низкий поклон вам за такие сумасшедшие выступления. Конечно же, вот слово «рыбалка», возможно, для кого-то сейчас будет непонятно мой месседж. У меня нету сравнения с мультиком. Если я вам скажу, что я люблю мультик «Том и Джерри», он совсем сюда не подходит. Хотя два героя тоже очень выносливые, да. Вот, я расскажу о себе, потому что для меня герой я, сама для себя, и недаром по версии компании я тоже имею награду от компании Heroin Cruises. Моя точка А была в далеком 16-м году. Да, вы видите сейчас на экране фотографии. Я была домохозяйка. Так случилось в моей жизни, что я вообще по призванию учитель. Я много лет проработала в школе, аж целых 15 лет. Я попробовала в 98 году заниматься бизнесом, стратила, и у меня образовался очень большой долг, потому что на бизнес брали деньги в банке, колесо фортуны накрутило огромную сумму. Я сидела дома 8 лет, я, знаете, вот чувствовала вот силу в себе, но жила по другому навязанному мне сценарию, да, вот. Ну, многие знают, что у меня муж руководитель, и жена руководителя, она должна быть домохозяйкой и должна быть дома. Но внутри я конфликтовала, я была не согласна со всем миром, потому что я в себе чувствовала огромный ресурс, огромные силы. О путешествиях при таком долге мечтать не приходилось, хотя я понимала, что где-то когда-то я буду путешествовать. Был страх, депрессия, лишний вес. И знаете, когда я вот сейчас слышу, через что проходят наши партнеры, наверное, эта трансформация, она неизбежна. И если сегодня вот есть новые люди или новые партнеры, которые смотрят на больших лидеров, на лидерство и думают, ну как же так быстро это все достичь, да, и хочется сегодня, в 26-м году быстренько стать на нужные ступени, получить ту зарплату, которую вам показали в нашем маркетинг-плане. И, конечно же, когда мы сталкиваемся с какими-то трудностями, буквально там несколько трудностей, мы сливаемся, ребят. Вы знаете, я опять же вернусь в тот далекий 16-й год, когда на пространстве интернет я буквально там недавно узнала, что мы были в числе первых людей, которые пришли как бы в компанию Incruises, да, там была небольшая группа людей тогда, и наши контракты с Романом Дрыгой там были
12-й, 13-й контракт, да, потому что не было на то время ни путешествий, сайт был на английском языке, не было мотивации, не было тренингов, не было ничего. Была маленькая группа людей, счастливых, окрыленных, верящих в то, что они когда-то поедут в круиз. Да, на сайте было всего лишь 28 круизов, 26 по неизвестных городах Америки, только 2 было по Европе и тоже нам неизвестные города. Вот так начинался этот бизнес. Но что же все-таки привело к такому огромному сегодня масштабу? Я в компании уже 9,5 лет, и сегодня выступление лидеров ассоциируется с масштабом бизнеса, потому что я знаю, что эти лидеры с разных стран, они называли страны, в которых они работают. В моем арсенале тоже есть 205 стран и есть аж целых 230 тысяч подписанных людей на моей платформе, то есть это ссылка, которая пошла от меня, ссылки ваши, и команда сегодня фиксирует там 233 ссылки, которые зафиксированы в моем кабинете. И это для меня большая, ребят, победа, потому что я точно так же, как и вы, в первый день, прозвонив 30 людям, слилась. То есть слилась со слезами на глазах. Я пришла к своему наставнику и сказала, что этот бизнес не рабочий, что де я, де круизы, все знают мою крылатую фразу, кому это нужно, потому что я жила в деревне, и, естественно, у меня был интернет, но не было ни друзей, ни больших мероприятий. Я сейчас смотрю, как проходят нетворкинги на больших мероприятиях. Этого ничего не было. Была, ребят, целина. И именно мы те люди, которые знали там в интернете, мы познакомились там с Наташей, да, больше я знала Наташу, вот, ну, как бы Галина Кравчук, это вообще незнакомый мне человек, это первый партнер, который подпрыгнул при слове круиз, да, и где же я взяла этих людей, потому что все родственники, все знакомые, семья, все в первый день отвернулись и сказали, нет, это развод, это вот плохое слово, которое я не люблю называть. И знаете, многие сидящие здесь слышат это каждый день. И большое мастерство ваше– это сберечь себе ресурс, энергию, силы, чтобы не слиться на вот это вот некрасивое слово «нет». Или, например, ты, давай ты, а потом я. И вы знаете, ребят, я не знаю, но я благодарна прежде всего себе за то, что я взяла себя, вот знаете, вот в руки, как говорится, да. И мой наставник показал и приоткрыл мне маленький занавес, да, вот какой прекрасный на сегодня дизайнер. Сделали ребята сцены такой красной. И у меня почему-то эта ассоциация, знаете, вот с залом, красные шторы, да, которые закрываются, открываются. И мне сделали маленькую такую вот дырочку и сказали, смотри, есть огромный мир социальных сетей. И на то время была известна, ну, для меня на то время, Facebook, да, это первая моя социальная сеть, и сказали, что там огромное количество людей, с которыми ты можешь познакомиться. И вы знаете, когда я открыла этот занавес, вот маленькую дырочку, да, за кулисами, посмотреть, что там происходит, я вдруг нашла огромное количество знакомых и незнакомых мне людей, но больше всего незнакомых. Потому что когда я открывала их аккаунты, я видела, что они там на морях, на океанах, под пальмами, где-то путешествуют. Но у меня в окружении таких людей было очень мало или практически их не было. Потому, предлагая круизы знакомым людям, мне пришлось столкнуться с самыми вот этими вот плохими словами. И вы знаете, мне так понравилось это, когда я начала просто добавлять людей в друзья, писать им «здравствуйте». Одно слово «здравствуйте». Никаких там простыней, давай поедем с тобой в круиз. Ничего, просто «здравствуйте».
И мне люди отвечали: здравствуйте. Следующий ответ был: мне приятно с вами познакомиться. Спасибо, что вы меня добавили в друзья. Возможно, наше с вами общение будет полезно друг другу. Сейчас мы знаем, что наш магазин, наши аватарки, там, наши социальные сети должны быть наполнены товаром, да, то есть нашими фотографиями с круизов. На то время был пустой аккаунт, фотографии были красивые, картинки только кораблей. Я быстренько на своей заставочке поставила этот белоснежный лайнер. Через время люди начали шарахаться от этого лайнера, потому что уже слух шел о том, что люди предлагают вот путешествия на этих белоснежных кораблях, да. И когда мы с Натальей начинали, да, и Наталья много раз рассказывала эту историю о том, что я не предлагала бизнес. Наташа спросила, чем я занимаюсь, и я ответила: я занимаюсь кораблями. Что это такое? Как, что это и как это? Ну, вот смотри ролик, и если тебе понравится. И вот такое было предложение в бизнес. Да, сегодня мы учимся мастерству, предлагать инкрузес красиво, ненавязчиво, с красивыми фразами, что сегодня это платформа самостоятельного бронирования. А тогда вот мы предлагали просто этот белоснежный лайнер. Так вот этот занавес Facebook, да, показал мне огромный мир людей, которым я просто спросила у них: вы любите путешествовать? Люди отвечали: да. А если сейчас я вам покажу новый вид путешествий, могу ли я это сделать? Я это делала очень уважительно, не навязывая, там, не впихивая, да. И вы знаете, люди мне отвечали как бы уважительно точно так же. И так появились у меня первые партнеры. И я сегодня с большой уверенностью хочу сказать, что даже если вы сегодня живете в маленькой деревне, если у вас ни одного знакомого, который поедет с вами в путешествие, для этого существуют социальные сети, которые вам больше по душе, где вы можете найти огромное количество друзей, огромное количество, знаете, вот таких ярких людей, которые сегодня выступали, и те, которые сегодня нас смотрят. Потому что если вы выдержали такое количество времени, значит, вы действительно человек яркий, потому что именно выносливый, да, сидеть возле экрана много часов и слушать истории успешных людей, ребят. Так вот, мое название «Рыбалка», оно вот и родилось оттуда, потому что я каждый вечер выходила, и сказка про лисичку, знаете, «Ловись, рыбка большая и маленькая». Это было очень такой шуточной форме, потому что с моим наставником Романом Дрыгой мы очень харизматичные люди, мы свой бизнес строили, когда были неудачи, мы наоборот смеялись, потому что это было смешно, когда люди нам возражали, когда люди что-то не то нам отвечали, мы не плакали, мы просто смеялись, потому что мы были не готовы ответить на эти вопросы, и, наверное, никто нас этому не учил, ребят. Так вот, старт, моя точка А была именно такая. Если сегодня, сейчас, вот вы меня слушаете и думаете, что жизнелюбы это далеко, а жизнь сегодня не та, как бы не удалась у меня, да, у меня там какие-то глобальные проблемы, я не могу их решить, ребят. Компания Incruises для всех, но не все для Incruises. Да, если вы слышите это обратное слово, то вам надо подумать, а что же эти люди делают сегодня такого невероятного, чего не могу сделать я? Ребят, сила вся в тебе, в твоем стержне, и то, насколько ты веришь в себя. Я еще раз буду говорить, что я прежде всего благодарна сама себе за ту стойкость, за ту выносливость, за то, даже вот знаете, семья меня на первых этапах не поддерживала, и у меня там есть там грандиозный план, не буду сегодня о нем рассказывать, да, когда я достигну ранга борд-директора, у меня там особый план для своей семьи есть, да, потому что то, что мне мешали, да, это привело к тому, что я очень сильно закалилась, да, закалилась как женщина, потому что когда были недовольны, что ты не на кухне, а сидишь, проводишь какое-то там занятие, вебинар, для них это было тогда непонятно.
а ты продолжал делать то, что нужно делать, и не отвлекался, как бы сказать, на то, что кому-то что-то не нравилось. Сегодня многие женщины рассказывали о своем стержне, о том, как они не сломались, да, вот у меня очень впечатлило там выступление Аллочки Дегтярь, да. Ал, я действительно хочу сказать, что ты большой герой, потому что, ну, вызовы в жизни, ну, как, которые ты делаешь же в сторону себя, это очень круто, потому что не каждый сегодня может оставить, вот Неля Волк выступала, да, тоже говорила о том, что она сделала вызов в пользу себя, и многие, кто выступал, многие женщины, и даже тот же Алексей, который действительно делает как бы в пользу себя, потому что 4 года он не выходит там далеко за пределы своей квартиры, это тоже большой подвиг. И для меня это очень ценно, потому что все люди, которые приходят в Incruises, которые притягивают Вселенная, да, кто-то может просто полистать, кто-то не ответит на твое сообщение, но почему-то именно эти люди остановились здесь, да, прошли какой-то путь, какие-то испытания, испытания временем, испытания от каких-то неудач, много испытаний. И сегодня они ведут за собой команды, и есть чему поучиться у этих людей. И я думаю, ребят, что этот эфир, он действительно будет ценен, и много раз его можно пересматривать и брать для себя очень полезные вещи, даже когда вот опустились руки. Ребят, покажите, пожалуйста, следующий слайд. И, конечно же, вопрос, а что же стало точкой Б, да? Был закрыт долг в течение нескольких лет, да, огромная сумма, которую надо было не только заработать, но и отложить. Э, Построить команду в 200 странах, достойный уровень жизни обрести, да, вот, и, конечно, полное принятие моего бизнеса с семьей, семейные ценности. И в 25-м году у меня тоже есть несколько таких семейных ценностей, да, к которым я так долго шла, да, это, ну, во-первых, то, что, ну, как бы, работая много, мы иногда оставляли свои ну, свои половины где-то на потом, на когда, да, когда-то. И в этом году у меня было 2 замечательных путешествия, которые я совершила вот в Париж, да, и Таиланд. Вот буквально несколько дней я вернулась, где я была уже просто, вот знаете, не в качестве круизера, там, снятия каких-то видео, а просто отдыхала со своим любимым мужем. И для меня это действительно большая победа, что я смогла это сделать, да, и при этом это было 2 новые страны. И, конечно же, одно из достижений было то, что у меня появилась внучка, да, ей всего годик, и в год мы осуществили путешествие в далекие норвежские фьорды, ребят. Это для меня тоже еще одна, ну, как бы большая победа, потому что я в круизе не езжу одна, я езжу там 7, 10, 14 человек моей семьи, и я очень горжусь, что я могу подарить эти путешествия. Не просто дам, знаете, купить, а просто подарить. Подарить своим людям возможность видеть мир. И это, ну, знаете, вот, наверное, всех, кто сегодня рассказывал, показывал свои видео, показывал своих детей, там, внуков, и это большое достижение, ребят. То, что мы не одни видим мир, мы видим вместе с близкими нами людьми. Что же хочу вам сказать, вот что привело меня к каким-то интересным результатам в 25-м году. Вы знаете, Incruises сегодня перепрошился, он изменился, он стал другим, и компания нам каждый день транслирует правильную подачу, экологичное ведение бизнеса в социальных сетях, да. И я тоже давно видела, что многие люди там неправильно предлагают нашу компанию, выступают как продавцы круизов, да, и неправильно рассказывают о нашей платформе. И компания буквально вот полгода, она взяла курс на правильное донесение наших ценностей. Огромная благодарность нашему президенту
за то, что каждый его приезд, ребят, даже если вы не были на мероприятии, я вам рекомендую просто вот брать выступление Майкла, брать ручку, брать тетрадь и прорабатывать все то, что говорит Майкл, потому что он говорит самые сокровенные вещи. И если сегодня вы думаете, что это пройдет мимо вас, то буквально через некоторое время это станет вашей реальностью. Я действительно благодарю компанию за то, что в 2025 году компания начала вести новый виток в бизнесе и правильная, как бы, знаете, формулировка понятия нашей компании, да. И вы знаете, по моему запросу в мою команду пришел человек, который именно вот занимается, знаете, мастерством подачи нашей компании. То есть это тренер Анастасия Гетманчук, которая на собственном примере на холодном рынке социальных сетей уже чуть-чуть ей осталось до сеньор-маркетинг-директора, которая насколько круто дает информацию о нашей компании, где буквально с нескольких касаний, буквально с нескольких предложений абсолютно незнакомый человек говорит «да», берет ссылку и проплачивает наш уникальный проект, да. Для меня это было большое достижение, большое мастерство, и я очень рада, что к нам приходят партнеры, которые имеют уже достаточно хороший опыт работы, где мы не на ошибках наших учимся, а работаем с профессионалами. Точно знаю, что Наталья Шевелла и команда Натальи Шевеллы работает с Элеонорой Юнусовой, да, и их проекты, они просто, ну, действительно крутые проекты, да, которые подхватывает команда, развивает эти направления. И сегодня потрясающий результат в том, что я вижу, какими пришли сюда как бы партнеры. И сегодня ваше лидерство, ребят, поражает, ваше ваше сознание, которое вы меняете, ваш подход к бизнесу. И это очень, ребят, чувствуется. То есть все аплодисменты вам, дорогая команда, и вы являетесь поистине моей гордостью, да, потому что когда выступают наставники, они, как знаете, как на утреннике в детском саду, хлопают и аплодируют, потому что они видят результаты. Одним из моих результатов, следующий слайд, да, это небольшая, да, я там, давайте покажите следующий слайд, а потом я вернусь. Да, вот хочу об этом рассказать. Знаете, это действительно вот такая интересная картинка, которую когда-то вот сделали, да, и я очень часто ее открываю, практически на каждом своем разговоре с потенциальными партнерами, потому что это действительно моя гордость, потому что эти люди, я знаю, как они пришли, я знаю, какие вопросы они задавали, да. Вот я обожаю Наталью Шевеллу, потому что у меня с ней связано, вот, знаете, то, что может, ну, мы не всегда можем об этом рассказывать, да, но, как говорится, есть о чем рассказать. И наш нелюбимый салат, который мы ели, потому что у нас не было ничего в доме, кроме помидоров, огурцов и черного хлеба. Вот, и когда мы с ней познакомились, когда я приехала к ней домой, да, и мы делали то, что делаете все вы, да, то есть проводили много переговоров, и, знаете, мы смотрели друг на друга, а получится, а будет ли так? И когда мне показали первую там 2500 долларов, да, и я сказала, что нужно сделать? А делать надо было что? Строить команду. И вы знаете, мы не спрашивали, сколько нам прыгать, да, как говорят. Если спонсор сказал делать, то не надо спрашивать как, надо спрашивать, сколько надо это делать. И я очень благодарна Наталье, очень благодарна Диане, которая пришла со своим подходом, да, со своей мудростью, со своей логикой. Да, мы с Наташей делали бизнес, знаете, вот на эмоциях, да, потому что
Может, до конца мы не знали и маркетинг-план, и, может, и кабинет не так, как сегодня знаем, да, не так, как компания сегодня нам раскладывает все по полкам, да. Но у нас было огромное желание помочь людям. И вот эти люди, которые имеют эти потрясающие значки разного цвета, я знаю, что у каждого из них совершенно другая жизнь. Кто-то сменил место жительства, кто-то сменил страну, кто-то нашел себя именно здесь, как бы отрицая свой предыдущий бизнес, да, ну не отрицая, просто отодвинув этот, ну как бы сделал в жизни такой решительный шаг, потому что этот бизнес приносил доходы. Если когда мне сегодня говорят, у меня не получается, а сколько ты времени занимаешься инкрузес? Ну вот на сон грядущий там просмотрю чаты. И это говорится о том, что ничего не получается. Да, ребят, не получается у тех, кто не делает. Наша с вами основная работа, чем большему количеству людей мы расскажем, чем качественнее мы расскажем, чем недолго мы расскажем, потому что люди не любят долго слушать. Ну вот. Потому, друзья, я очень рада, что сегодня каждый лидер, донося ценность свою, показывал свое мастерство. И у каждого лидера есть свои фишки, есть своя харизма, есть свой, знаете, подход. Я не буду говорить о громких словах, там система. Да, ребят, по большому счету системы никакой нет. Система одна. Организовать себя. Дисциплина– это самая лучшая система. Потому что я хочу именно подчеркнуть это слово дисциплина. Ни один из этих людей, который выступал, не сказал, ты знаешь, я это сделаю завтра. Если надо было делать 25 звонков в день, презентации, встречи со своей командой, люди это делали. Потому, уважаемые новые новички или новые партнеры, или те люди, которые пришли сегодня нас послушать, я вам открою маленькую тайну. Может, вам это не понравится, но мне хочется вам сказать, если вы хотите иметь то, что вы никогда не имели, надо научиться делать то, что вы никогда не делали. Если вы не умеете читать презентации, если вы не умеете выступать на сцене, вы слышали, что многие из этих людей боялись выступать на сцене, но как круто они выступали. Потому, друзья, всему здесь вы можете научиться. Давайте предыдущий слайд. Потому что наша компания– это действительно трансформация. Трансформация всего, и мозга, и внешности. Вы знаете, если вы посмотрите мои фотографии или видели видео, одним из моих таких больших достижений, да, здесь это было то, что я привела в порядок свое здоровье, я изменила свою внешность. Не буду рассказывать как, но это большой труд, который до сих пор я делаю, и делаю это с любовью, потому что это дает здоровье, это дает энергию. И сегодня эта компания привела меня в сумасшедшую точку Б, это то, что сегодня я могу помогать людям. И если вы сейчас читаете мои достижения, там и часы Rolex, и недвижимость за границей, и путешествия с семьей, да, это все есть и будет точно так же у вас. Но самая важная ценность, то, что наш инкрузес несет, да, это то, что мы можем помогать людям. И если вы сегодня спите, и не разговариваете ни с кем, и не даете информацию, вы делаете огромное преступление. Потому что где-то там есть такая Юля, которая на тот момент поднимала руки и говорила: Вселенная, дай мне бизнес, которым я могу заниматься, который мне принесет и успех, и деньги, и другую жизнь. И сегодня я на собственном примере, пройдя эти 9,5 лет, могу сказать, что наша компания, наш маркетинг-план, наше руководство, наше обучение, наши лидеры, наш продукт, сумасшедший продукт, да, это есть эта система, которая вам принесет успех. Главное, все дело в вас, ребят. То есть вы должны понимать, что ни Наталья Шевелла, ни Юлия Мазница,
не сделают вашу жизнь другую. Сделаете вы свою жизнь сами, собственными руками, как делаем это мы по сегодняшний день. Потому что самая большая ценность– это то, когда не, знаете, как бы учитель-ученик, да, самая большая ценность, когда учитель уже смотрит на достижения своих учеников. И если сегодня там где-то громко не слышно учителя, то самое главное, чтобы было слышно громко ваших учеников, ребят. Потому я вам всем желаю в 26 году запрограммировать, попросить Вселенную, попросить закон притяжения, пускай в ваши команды придут такие же самомотивированные люди, как вы сами. Если вы просидели здесь аж целых там 7 часов, значит, вы самомотивированный человек, потому что вы боялись пропустить хоть что-нибудь с данного выступления, ребят. И скажу вам, что сегодня мир неустойчив. Сегодня многие бизнесы терпят фиаско. Наш бизнес живее всех живых. Он выжил пандемию, он выживает сейчас, особенно в нашей стране, потому что я горжусь каждым лидером, каждым партнером и даже каждым круизером, который сегодня, преодолевая огромные расстояния, путешествует и может просто, знаете, вот принести себе психологическое здоровье, пользу, да, потому что находясь в ужасных условиях, люди, ну, сами не буду углубляться в это, но вы должны сами понимать, что наш продукт, он лечит души людей. Наш продукт, он приносит благосостояние в каждую семью. И если те люди, которые когда-то смотрели, ну, как бы на путешествия, это не мое, я сижу перед вами, я мечтала, но не было возможностей, не было финансовой возможности. Винкрузес, открыв счет, накапливая на своем счету бонусные баллы, вы уже являетесь счастливым обладателем самых крутых путешествий, самых эксклюзивных, самых дорогих путешествий, которые могут быть в этом мире. И это уже большое-большое богатство. Но и знаете, я хотела бы, ну, сказать вам об уверенности. Вот этом стержне. Почему получается у Натальи Шевелы, почему получается у Романа Дрыги, там, Дианы Борщенко, у Игоря Сиверса, у Алены Схаб, там, Танечка Яня, всех остальных, да, то, что у этих людей есть вот стержень, что бы им ни сказали, они воспринимают все это с улыбкой, потому что они понимают, что истинная ценность в чем? В том, что ты не будешь переубеждать кого-то, давай будь счастливым, давай мы будем путешествовать. А истинная ценность, чтобы благодаря твоим там глазам, твоей энергии человек понял, что ему хочется с тобой дальше общаться. И, дорогие наставники, кто строит команды, станьте таким человеком, даже если вам будет сложно это делать, потому что лидер– это магнит, за которым идут команды. И если вы сегодня не ну, как бы нету магнита, потому что у вас в жизни что-то не так, значит, вам надо приходить на наши события и заряжаться энергией этих успешных людей. Ребят, еще одна огромная ценность в нашем бизнесе, это здесь сегодня говорили многие лидеры, Ирочка вот рассказывала, Золотко, да, о том, что они работают вместе с мужем. Есть о чем поговорить, ребят. Да, когда, ну, обычно уже в таком возрасте там сложившиеся семейные отношения, а когда новый бизнес, новые впечатления, есть чем заниматься, есть о чем поговорить. Вот, и я знаю точно, что многие уже привлекают и своих детей. Я тоже счастлива, что через «Терник к звездам» я работаю вместе со своей дочерью, да, которая в прошлом была врач-стоматолог, а сегодня это
мой надежный партнер, с которой мы, Виктория Коса, с которой мы строим наш бизнес, да, и это большой помощник, потому что вести команду, эти креативные идеи тоже молодежь нам подкидывает. Потому, может, кому-то сейчас и сложно привлекать своих там детей, но я думаю, что это совсем, ну, как бы, это временно, ребят. Станьте для своих детей авторитетом. Вы знаете, наблюдая за достижением лидеров, а скажу вам, что у нас такая есть маленький секрет, когда мы собираемся с Майклом за столом, да, на мероприятиях, Майкл просит, чтобы мы не рассказывали о наших проблемах по бизнесу, а чтобы мы рассказали о своих семьях, что произошло. И там мы делимся, и кто где своих внуков учит, да, кто у кого где какие там дипломы получает, кто там где-то что-то приобрел. И мне очень гордо, что мы с вами участвуем непосредственно, знаете, вот и пример для своих внуков, для своих детей. И это тоже очень ценно, потому что родители, вот у меня так сложилось, а я думаю, многих из вас, что родители всегда для нас бывают примером, а может и не всегда. Но очень круто, когда именно родители есть примером для своих детей во всех отношениях. И отношениях между собой, да, я вижу, что вы уже слайды мои убрали, да, и отношения в работе, по бизнесу. Так что я вам всем желаю, друзья, в 26 году привлечь в свою жизнь хороших, интересных партнеров, которые станут с вами идти по этому пути, будут достигать результатов, и вы вместе с ними, радовать и баловать свою семью, потому что, знаете, когда мы оказываемся в путешествиях с мамами, там, с детьми, это называется баловать, потому что зарабатывая здесь хорошие деньги, мы можем действительно побаловать свою семью. Вперед к новым вершинам, к новым достижениям. Наталья, благодарю вас за потрясающую форму, которую мы можем использовать и в своей работе, и для... Вообще, вы знаете, вот действительно дух захватывает от того, какое потрясающее мероприятие мы сегодня провели. Передаю всех, благодарю и передаю микрофон следующему спикеру.